Говорят, что рукописи не горят, но для сохранения документов исторического значения необходима особая работа, определенные условия хранения и точность. Велики роль и значение архивов в жизни каждого государства. Эти аккуратно сложенные папки с документами хранят в себе многие факты из истории нашей страны. Здесь, в Государственном архивном управлении республики, на сегодняшний день хранятся около 100 тысяч документов. Среди них сведения экономической, политической и культурной жизни страны. Среди самых уникальных документов страховой фонд, который по счастливой случайности сохранился в 2 церквях, находившихся рядом с зданием архивного управления. По страховым фондам здесь подразумеваются документы, которые были оцифрованы от материалов сгоревшего архива. По словам специалистов, наличие этих пленок позволит восстановить данные о некоторых сведениях, сожженных в период войны. Кроме того, в архивном управлении республики хранятся ценные бумаги, которым более 100 лет. В основном это книги, которые ввелись с прихода Абхазии. В XIX веке все метрические данные записывались в церквях, так как не было отдельного архива ЗАГСа. В этих документах содержатся ценные сведения о родословных многих абхазских фамилий. Сейчас то, что вы видите в моих руках, это вот книжка, метрическая книга, которая велась в Гдаутской Покровской церкви. Вот она 1890 года. Да, здесь то есть все данные о том, кто родился, когда родился, да, вот, кто крестил его, когда этот человек сюда переехал жить, например, да, если он был переселенец. То есть вся полная информация. Общеизвестный факт, что во время Отечественной войны народа Абхазии сгорела большая часть архива. За прошедшие 27 лет специалисты архивного управления пытаются восстановить потерянные исторические документы. Организации работают, происходит накопление документов, они, конечно же, поступают к нам. А помимо этого, есть целая плеяда ученых наших, знаменитых писателей, поэтов и так далее, которые тоже, в принципе, потихонечку начинают сдавать свои документы, свои личные архивы на хранение сюда к нам. Кстати, вот здесь вот в хранилище можете, кстати, увидеть вот эти вот диски. В них лежат пленки, которые нам передал один из ведущих историков Абхазии, Руслан Гожба. Здесь его личные материалы. Они на пленочках, вот немного качество их немножечко желает быть лучше, но они будут в ближайшее время оцифрованы. И уже, в принципе, с его согласия могут быть даже и представлены широкой публике. До войны в Государственном архивном управлении было около 1 миллиона единиц хранения. Так как Абхазия тогда была автономной республикой, оригиналы и дубликаты многих документов хранились и в архивах Грузии. Недавно в процессе женевских дискуссий правительством республики был поднят вопрос о возможности их передачи нашей стране. Благодаря переговорам в этом деле удалось добиться результатов. Передали, кстати, нам сюда на хранение довольно-таки немалый пласт документов в оцифрованном виде. Это документы касаемо Абхазии, хранившиеся на территории Грузии. Исторические документы очень интересные. Кроме того, в процессе женевских дискуссий при финансовой поддержке Евросоюза была организована работа по обучению специалистов архивного управления Абхазии. Так, несколько сотрудников прошли 2-недельную стажировку по реставрации документов в Праге. Сейчас они приступят к работе по восстановлению метрических книжек конца XIX и начала XX веков. Процесс реставрации – сложная и кропотливая работа. Сначала документ аккуратно очищают в дезинфекционной камере, а если бумага порвана, ее склеивают. Данные заносятся в компьютер. Все это относится к процессу оцифровки. Вот. И вставляем так, и дальше вот такой же процесс. В Государственном архивном управлении также есть читальный зал. Здесь с уникальными документами может ознакомиться любой желающий. Кабинет также оснащен 2 компьютерами с доступом к оцифрованным данным. Нужный документ можно даже распечатать. На сегодняшний день в архивном управлении республики около 20 сотрудников. Однако наблюдается острая нехватка специалистов, особенно в области информационных технологий. Гугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.